нашу встречу в канун выборов в органы местного публичного управления. Вы все прекрасно знаете, что в следующее воскресенье город должен сделать свой выбор. Должен сделать выбор в пользу процветания нашего будущего маленького и уютного города. Мы здесь сегодня все собрались для того, чтобы поддержать того кандидата, который уже вписал себя в историю города. Мы все собрались для того, чтобы продолжить красивое будущее нашего города, для того, чтобы город цвел, для того, чтобы в городе было хорошо, тепло и уютно всем, и маленьким детям, и взрослым людям, и пожилым. Мы сегодня все собрались для того, чтобы поддержать нашего кандидата в примары Дудова Николая Харлампиевича. Первое слово хотим предоставить тем людям, от кого исходила инициатива, чтобы наш Николай Харлампиевич вернулся в наш город. Слово предоставляется представителю Совета старейшин Балакиревой Марии Ивановне. Уважаемые избиратели, уважаемый Николай Харлампиевич, Совет старейшин муниципального города Камрад провел заседание, на которое были приглашены дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, муниципальные предприятия и кандидаты-советники, жители города Камрад. Старейшины глубоко ценят тот вклад, который внес в развитие Камрада за 11 лет Николай Харлампиевич. Мы благодарны ему за те проекты, которые он внедрил в наш город. Наш город стал красивый и благоустроенный. В настоящее время наша примария является одним из достойных примарий республики. Что сделал Николай Харлампиевич? Первое, что он сделал, это реконструкция нашего центрального парка, площади. До примарства Николая Харлампиевича у нас была всего лишь одна спортивная школа, а теперь у нас их более 20 детских и спортивных площадок. Круглосуточная подача воды. 10 лет тому назад наш город был в потемках. Мы ходили по городу, темнота, зимой спотыкались, падали. А теперь наш город освещен 90% света уличного. Круглосуточная подача воды. Это имеет очень большое значение для нашего города. Что еще? Дом пожилых людей. Одно из лучших социальных объектов Республики Молдова. Из вышесказанного я хочу сказать, что не он ли достоин быть примаром нашего города? Только Николай Харлампиевич и больше никто. И мы уверены в том, что он еще больше приложит свои усилия, приумножит их, и наш город станет еще краше и еще благоустроеннее. И еще от имени старейшин, дорогие избиратели, я хочу поблагодарить Николая Харлампиевича за то, что мы, когда приняли резолюцию о просьбе дать свое согласие баллотироваться на примара города Камрада, он дал согласие. Мы за это его благодарим, высоко ценим и надеемся, что наш примар будет самый лучший по всей Гагаузии.
всех поддержать и проголосовать за Николая Харлампиевича 14 июня 2015 года и пожелать ему победы. Спасибо за внимание. Слово предоставляется кандидату в советники Камрадского муниципального совета от партии «Патриоты Молдовы» Терзи Николаю Павловичу. Друзья, уважаемые камрадчане, я заранее извиняюсь, что не владею красноречивостью, не владею ораторскими способностями. Скажу, как могу. Что меня побудило выступить сегодня? Наверное, суеверие. Я в этом зале с этой сцены выступаю 3 раза за свою жизнь. Один раз выступал в 1978 году на конференции ТСО колхознику, где я был избран председателем этой организации. Второй раз в 1982 году на конференции райкома ДОСААФ, где тоже был избран председателем райкома ДОСААФ. Но сегодня 3-й раз, видимо, опять будет польза. Я с Николаем Харлампиевичем знаком давно, еще до его примарства в городе Камрад, когда он занимался своим спортивным клубом. Я помню, что он был хорошим воспитателем, прекрасным тренером, неплохим предпринимателем. В то время Николай Харлампиевич организовал у себя дома детей, которых он воспитывал, тренировал, создал бизнес свой. В то время Николай Харлампиевич имел пекарню, имел сеть магазинов, имел цех по розливу газированной воды Степаны, имел транспорт, грузовой транспорт, который обслуживал эти торговые точки, имел пассажирский транспорт, автобус, на котором перевозил своих воспитанников на соревнования, как внутри республики, так и за рубежом. Свободно от этих поездок время этот автобус работал на Кирсово, и все, что собиралось от этого бизнеса, он вкладывал в воспитание этого молодого поколения, которым он занимался. Воспитал чемпионов республики, Европы, призеров мира, и по сегодняшний день его ребята-воспитанники работают тренерами, воспитывают новое поколение. В 2004 году я впервые случайно встретился с Николаем Харлампиевичем в городе. Он говорит: Николай Павлович, я намерен баллотироваться примаром Камрада. Николай Харлампиевич поддержит. Тем более, если становишься примаром Камрада, я переезжаю жить в Камрад. До этого я жил в Дисгаже. С 2004 года я проживаю в Камраде и помню прекрасно состояние инфраструктуры города. Знаю снутри состояние школ, дошкольных учреждений в это время, потому что, работая директором школы, 14 лет директором школы в Буджаке работал, вот Иван Николаевич здесь, когда был начальником управления народного образования, и все наши совещания, семинары, методоведения проводились в разных школах городских. Городские школы, конечно, были в очень тяжелом положении. Состояние было, такое, аварийной школы. Практически все школы крыши протекали. Ветхие окна, двери. В школах холодно было. Система отопления нуждались в реконструкции. Тяжело было в школах и садиках. Но Николай Харлампиевич, когда стал примаром, эти школы на сегодняшний день преобразились. Сегодня, проезжая мимо любой школы, посмотрите, красавицы школы. Они похожи на наши храмы. Такое же положение в садиках. Мои внучки ходили в садик возле второй школы. Этот садик совершенно иной, он как будто новый построенный. Далее все, что сделано в городе. Вы сами видите своими глазами. Я помню тот 2004 год, когда появилась первая тротуарная плитка возле кладбища центрального. Был построен сразу туалет, кладбище, это маленькой Пасхи. И когда наши бабушки и дедушки пришли на кладбище, они удивились. Посмотрите, пришел новый хозяин города, и как все изменилось здесь. Но это началось оттуда. Потом парк возле памятника, потом тротуарные плитки в сторону автостанции, вокруг автостанции люди приезжают, нигде нет ни в каких районах
там плитка, тут автостанция, вокруг автостанции выложена плитка. И так далее, и так далее. Очень много объектов, вы видите, в каком состоянии сегодня город. Николай Харламович по своему характеру целеустремленный. Методы и формы его работы позволяют всей команде работать и приносить пользу. Я думаю, что я где-то еще говорил, что стиль его руководства сегодня мне очень нравится, импонирует. Как мы работаем. Он может отсутствовать, он может выехать куда-то, в Россию, я не знаю, в Турцию, неделю, где-то он какие-то проблемы решает, а работа кипит при Марии. Все работают, все знают свое дело. Я очень не хотел бы, чтобы наш город сегодня переступил порог того 2004 года, когда было время застоя. Я прекрасно помню наших руководителей города. И, наверное, мое поколение и старшие, кто все помнят. Я помню еще, когда был председатель горсовета Стамат Иван Михайлович, наш уважаемый человек в городе, бывший председатель совета старейшин города. После был Киреев, Мутко, Милентий, с геофизики перешел сюда, примарию, сейчас вспомнить не могу фамилию. Значит, Кыльчик, Тавшанжи, Добров. За какие-то 25 лет, посмотрите, сколько людей поменялось у нас при Марии. Ничего не двигалось в городе. И сейчас, 12 лет проработал Николай Харламович в этом городе, что сделано им одним, и что было сделано семерыми, конечно, если там были и субъективные, и объективные причины, что город не развивался, потому что, видимо, бюджет был очень такой маленький, и возможностей не было. Но ведь бюджет был таким и до 2004 года, когда там Шамжи работал. Опять ничего не делалось. Но почему нашел Николай Харламович посторонние деньги со стороны, не бюджетные деньги для развития города? Поэтому я думаю, да, товарищи, мы с вами, друзья, мы с вами переходим на финишную прямую, как на стадионе, когда спортсмены бегают. Независимо какая дистанция, но они все выходят на финишную прямую, то есть на последнюю дорожку, на 100-метровую, и кто как пробежит эту 100-метровку, от этого зависит победа. У нас остается 1 неделя. Мы должны приложить максимум своих усилий для того, чтобы войти в душу каждому избирателю. Сегодня, знаю, что есть и протестные голоса, и кандидатов много, и у нас, как правило, люди разбросаны по родственным связям, работает, но тот, который осознанно идет на эти выбора и понимает, что мы можем сдать город на тот застой, он обязательно должен проголосовать за Дудонова Николая Харламовича. Я прошу вас, давайте поработаем еще последнюю неделю с тем, чтобы нам не было больно и обидно за то, что мы плохо провели последнюю предвыборную неделю предвыборной кампании. Спасибо. Слово предоставляется кандидату в советники Камрадского муниципального совета Демократической партии Ману Дмитрию. Добрый день, уважаемые горожане. Я на этой сцене в первый раз, значит, поднялся я сюда, потому что хочу поддержать нашего примара Николая Харламовича Долгова. Хочу поддержать его за то, что я стал гордиться нашим городом. 10 лет назад молодежь, которая есть, она не помнит, но нам было обидно, что Чатурнуга и другие города красивее, чем наш город. Нам было обидно, когда приезжали другие люди сюда и говорили, что у вас грязно, у вас что это нельзя убрать. 11 лет назад, когда первый раз баллотировался Николай Харламович, я тогда даже не ходил на голосование. Я скажу вам, когда после голосования, когда был назначен, как и был избран Николай Харламович Долгов, что меня сразу удивило, что на следующий день сразу были из земли сняты бордюры. У нас все, кто повзрослее, помнит, что даже не было бордюров, не было видно в городе. Они были побелены. А сейчас какие преобразования по сравнению с остальными городами? Это мы ушли далеко-далеко. Я хочу, чтобы наш город дальше развивался, чтобы мы развили этот успех. А почему я баллотируюсь от Демократической партии? Потому что я считаю, что нам нужно с центральной властью дружить. Мы должны все понимать, что центральная власть в Молдове находится в Кишиневе.
что мы должны нормально относиться друг к другу. Николай Иванович, мы вас поддерживаем, и вы поддержите. Мы с вами. И весь город с вами. Слово предоставляется кандидату в муниципальный совет Кольчишкову Ивану Николаевичу. Уважаемые избиратели, программа Николая Харлампьевича одна из самых реальных и выполнимых программ. И он действительно в состоянии выполнить ее. Тут говорили о том, что уже сделано в городе Камрате. И из программы мы видим, что еще необходимо сделать, чтобы наш город действительно стал одним из самых привлекательных городов Республики Белгород. Откуда у меня такая уверенность? Я вместе с ним ездил в представительство, в министерство и ведомство Кишинева для того, чтобы добиться выделения средств на ремонт школы номер 2. А средства действительно немалые. Около 5 миллионов. 1 миллион 100 тысяч на крышу, 1 600 000 на утепление, 1 700 000 на замену окон и дверей, около 500 000 на все остальные работы, от мозга, площадки и так далее, и так далее. И сегодня школа номер 2 действительно одна из самых привлекательных и красивых школ города. Созданы все условия. И это не только в школе номер 2. Мы были последняя школа, которая получила эти средства и возможности. И только благодаря Николаю Харлампьевичу. Я хочу сказать другое. Бывая в этих представительствах и министерствах, я видел, как его встречали, как к нему относились, как решались его вопросы, как оперативно все это делалось. И понял, что у него действительно налажены хорошие связи для того, чтобы решить любую проблему. Без нормального отношения и связи сегодня мы с вами знаем, нельзя решить ни одну проблему. Предстоит сделать еще немало. Предстоит заменить мебель на современную. Предстоит оснастить мультимедийной техникой все учреждения образования. И по просьбе родителей, избирателей нашего города, по просьбе педагогов, которые каждый сентябрь набирают первые классы, и мы видим, что подготовка наших малышей к школе в связи с тем, что были ликвидированы нулевые классы, резко упала. И есть просьба, чтобы восстановить нулевые классы. Содержание нулевого класса в год обходится в 150 000. Для того, чтобы в 5 школах хотя бы открыть, нужно 750 000 лей в год. Этих денег государство не выделяет. Их надо искать в местных примериях. И Николай Харлампьевич в состоянии это сделать. Он в состоянии выполнить всю программу, которую он нам представил на сегодняшний день. И мы уверены, что он это сделает, и наш город действительно станет одним из самых привлекательных городов Молдовы. Я желаю ему удачи, здоровья и призываю всех нас с вами выйти и проголосовать за Николая Харлампьевича. Слово предоставляется независимому кандидату в советники Камрадского муниципального совета Толевой Анжеле Ильиничне. Я приветствую всех горожан. И хочу сказать, что муниципальная власть всегда отчитывалась перед своим народом. Но и без этого мы видим отличные результаты. И хочу сказать, что Николаем Харлампьевичем были поставлены долгосрочные задачи, которые были, многочисленные из них были выполнены. Мы все это видим и все это знаем. Над другими, над некоторыми еще надо поработать. Но хочу сказать, что стимулом для Николая Харлампьевича была любовь к родине, к своему народу. И, конечно же, в нем присутствуют, преобладают такие черты характера, как упорство и трудолюбие. И хочу призвать всех вас
проголосовать за Николая Харлампиевича, чтобы благосостояние нашего города и чтобы хорошая жизнь продолжалась, чтобы мы видели то, что есть, и чтобы не потеряли то, что у нас есть, то, что сделал Николай Харлампиевич. Хочу еще сказать, что начатое преобразование в инфраструктуре города и в социальной сфере, чтобы они процветали. Проголосуем за Николая Харлампиевича. Спасибо вам большое. Слово предоставляется кандидату в советники Камрадского муниципального совета от Народно-социалистической партии Василюку Виктору. Здравствуйте, уважаемые камрадчане, здравствуйте, уважаемый Николай Харлампиевич. Я не хотел себе делать рекламу, но так получилось, я хочу поправить. От равноправия Русский конгресс, русские общины Молдовы. Уважаемые камрадчане, вижу здесь очень много знакомых людей, уважаемых людей, которые не раз побывали у Николая Харлампиевича в кабинете и решали какие-либо вопросы. И никому Николай Харлампиевич не отказывал. Я вас попрошу, вкратце, не буду задерживать вас, поддержать Николая Харлампиевича, так как только он нас может дальше принимать в своем кабинете, выслушать всех и подсказать нам, помочь. Не каждый человек имеет столько терпения. Я иногда удивляюсь, как он может всех встречать, со всеми общаться. Приходит там бабушка или дедушка, или какой-то человек, который уже плохо видит, плохо слышит. Иногда заходишь в этот кабинет и думаешь, откуда столько энергии, откуда столько силы. Это дано от Бога. И я прошу Камрад не потерять этого человека, поддержать. Не хочу никого убеждать. Я знаю, что мы все единая команда. Я только единственное попрошу, чтобы мы приложили всю силу, как на сражении, и подключили всех наших друзей, родственников. И этот день давайте подарим Николаю Харлампиевичу. Я надеюсь, что мы победим вместе. Спасибо. Слово предоставляется независимому кандидату в советники Камрадского муниципального совета Карас Степану. Добрый день, дорогие камрадчане. Рад вас всех приветствовать в этом замечательном зале и видеть ваши добрые и радостные лица. Приближается 14 июня. Это очень важный день для нашего города. Молодежь Камрада за Николая Дудову. Он любит нас и доверяет нам, а мы доверяем ему. Хотим быть такими же сильными, грамотными, поэтому будем рядом с примаром строить лучшее будущее. Работы хватит всем. Главное, что у молодежи рядом с Николаем Харлампиевичем Дудову появилась надежда быть востребованным. Мы не хотим никуда уезжать, мы хотим быть и реализовать себя в нашем родном городе, рядом с нашими близкими, рядом с нашими родителями. Он привлекает нас к участию в городских делах, общественных мероприятиях, социальных проектах. И у Камрада, и у молодого поколения с таким руководителем есть возможность обрести достойное будущее. Призываю всех наших горожан, всех жителей нашего города выйти 14 июня на выборы и сделать правильный выбор. Проголосовать за человека, который действительно что-нибудь сделал в нашем городе и преобразил наш город. Сегодня Камрад является самым красивым городом на юге нашей страны. Ни один примар на юге нашей страны не может похвастаться этим же. Также призываю всех наших горожан не голосовать за красивые лозунги, а голосовать за реально проделанные дела. И предлагаю также всем 15 июня сравнить всех кандидатов, сравнить их по их делам, по их поступкам по отношению к нашему городу. И призываю всех 14 июня поддержать Николая Харлампиевича Дудову и символ черной лошади. Спасибо большое. Слово предоставляется заслуженному педагогу, кандидату в советники Камрадского муниципального совета Даниловой Лидии Ивановне. Жители нашего города. Вы знаете, когда идет речь о примаре, у меня сразу ассоциация с героическим образом, горьковским образом Данка. Этот образ вдохновлял тысячи людей на протяжении всех веков. Николай Харлампиевич – это наш Данка, который из темного, забитого леса
я о Данко сейчас говорю, вывел своих соплеменников к свету, к солнцу, к счастью. Но один из оставшихся, увидев, что все ушли вперед, а как это случилось? Данко разорвал свою грудь и достал сердце, и высоко поднял над головой это сердце. И это сердце осветило путь всем соплеменникам Данко. Один из оставшихся вдали увидел, как это сердце упало и стало медленно биться. И, оглянувшись в разные стороны, наступил на это сердце с тем, чтобы уничтожить память о человеке-спасителе. Мы, граждане города, не позволим наступить на это сердце, потому что это сердце бьется ради нас. Каждый день, 11 лет, мы видим, как он, невзирая ни на праздники, ни на выходные, рано утром, бегу на базар, он ходит по парку, смотрит, как растут эти цветы, он лелеет каждое дерево. Вы знаете, этот человек прирожденный лидер. Не потому, что он хочет, этого мы хотим. И мы должны сделать все возможное и невозможное. И еще самое интересное, что у каждого из нас свое понимание счастья. Один счастлив, потому что у него в доме все хорошо. Другой счастлив, потому что у него все здоровые. Третий счастлив, семья счастлива, что поступил сын или дочь. А вы обратите внимание на понимание счастья Николаем Харлампиевичем Дудова. Когда он счастлив? Когда нам с вами хорошо. Когда ярко сияет солнце. Когда горят вечерние огни. Когда мы с детьми, с внуками гуляем по этому замечательному парку. Вы знаете, у каждого человека есть жизненная кредо. А я бы сказала, что жизненная кредо для Николая Харлампиевича выражена в следующих словах. Твори добро на благо людям. Ну не может он по-другому жить. Да, еще 5 кандидатов. Они пытаются совершить гражданский подвиг, взвалив на себя непосильную ношу. Но эта ноша уже несется 11 лет. Вы думаете, это простая работа? Это очень тяжелый труд. Это титанический труд. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год радовать жителей. Недавно один из обывателей, женщина знакомая, я спросила, кого вы поддерживаете, она сказала. Я говорю, я долго поддерживаю. Она говорит, а я против него. Я говорю, почему вы против него? А что он для меня сделал? Я посмотрела на нее и сказала, вы знаете, вы бессовестный человек. Что он для вас должен еще сделать? Вы живете в двухэтажном доме, катаетесь на машине, ваши дети студентами учатся, вы купаетесь днем и ночью в этой чистой, прекрасной воде, которая дает силу и здоровье. Что вам еще нужно? А придет время, когда заработает замечательный парк Сокольники. Придет время, когда по генеральному плану наш город будет обустраиваться. Почему? Да потому что должен руководить нашим городом Николай Харлампиевич Дудова. Потому что он живет по великому закону Божьему, по закону мудрости, для пожилых почитания и уважения, для малых детей радости и счастья, для людей старшего возраста улыбка на лицах и хорошая жизнь. Поэтому, как сказал древний философ, для полного счастья человеку нужно иметь славное отечество, славный город. И этот город в наших руках. И не позвольте этот город, чтобы оказался не в руках Николая Харлампиевича Дудова. Мы голосуем за него сердцем и душой. Да здравствует победа! Мы с Николаем Харлампиевичем. Спасибо. Слово предоставляется депутату парламента Республики Молдова, кандидату в примары муниципия Камрад Дудову Николаю Харлампиевичу. Уважаемые друзья, большое вам спасибо. Спасибо, что вы сегодня собрались. Спасибо, что объединяете наш город. Что у нас прошли парламентские выборы, прошли башканские выборы, и снова у нас выборы. И я вам скажу, что город раскололся. Поругались братья, поругались сестры, поругались родители. И действительно, каждый год выборы.
Одни поддерживают одну кандидатуру, другие другую кандидатуру. А сейчас самое главное, чтобы город был един. Вы знаете, в этом месяце мы сделали все для того, чтобы объединять наших горожан. И я благодарю, как говорится, наших прихожан, нашего батюшку, которые убедили меня, что Николай Варламович, не надо тратить деньги на выборы. Нужно с людьми вместе ехать по святым местам. Нужно ехать в монастыри, нужно дать возможность, чтобы люди помолились о своих близких, а помолились о нашем городе. Не зря говорят в Библии, что если хоть один день потратишь во благо людей, во благо Бога, то Бог тебе вернет 2 и 10 обратно. И мы поступили так же. Мы поехали сначала в Хенку, поехало 60 человек. Поехали в Куприяне, поехало 120 человек. Поехали в Александровку на Украине, уже поехало 200 человек. А 4-й раз поехали в Сахарку, поехало 350 человек. Мне звонил митрополит Владимир с благодарностью и сказал, что священнослужители в Сахарне сказали, что такое впервые видели. Что действительно приехали камрадчане, приехали очень дружная команда и уехали вместе с Богом. Поэтому для того, чтобы в Камрате в дальнейшем Камрат был един и действительно с Божьей помощью процветал. И первым делом я сегодня хочу сказать, что в нашей программе мы решили, что продолжить дальше это святое дело. Я думаю, что не обеднеет Примария, что если мы каждое воскресенье будем наших людей, наших жителей муниципа Камрат отправлять по святым местам. С понедельника набираем команду, в воскресенье приезжаем. 1, 2 автобуса, 4 года, это я вам обещаю. Теперь следующий момент. Я почему сказал, что самое главное это единство? Потому что в последнее время к нам начали приезжать молдавские политики. Я понимаю, когда идут парламентские выборы и решается судьба страны. Я даже понимаю, когда шли башканские выборы, но когда идут местные выборы, и сегодня Камрат должен выбрать человека, который должен в дальнейшем заниматься хозяйственными вопросами, приезжают молдавские политики и пальцем указывают, кого выбрать. Даже не это самое главное, а самое главное, самое страшное, что они чернят наших людей, они оскорбляют нас. Вот посмотрите, какие газеты. Даже сейчас я не успел в этот зал зайти, и снова вижу, мне встречают люди жалобами. Николай Варламович, почему вы дали команду, чтобы сегодня разгоняли людей с улиц на базар? А ведь я уже 5 месяцев не примар Камрат. Как я могу какие-то команды давать? Конечно, я не давал никакой команды. В городе порядок нужно наводить. Но когда остается неделя до выборов, и кто-то использует снова и дает команды полиции, выгоняет людей и говорит, что это сделал Дудоглу, ну, скажу, это нечестно. Правильно? Поэтому я говорю, что наши камрадчане ни в коем случае не будут поддаваться таким провокациям. В Камрате сегодня хозяева камрадчане, а не наши гости, которые приезжают с Кишинева. Если приезжают, мы их чистоками намалем, кусок хлеба найдем. Но судьбу Камрата я думаю, что вы хотите, чтобы решали мы с вами. Камрадчане являются хозяином Камрата. Уважаемые друзья, я не первый раз на этой трибуне, и сегодня я хочу озвучить нашу программу. Конечно, у нас идут встречи на каждом участке, но мы не успеваем полностью озвучить нашу программу. Поэтому я пригласил всех вас для того, чтобы сегодня озвучить целиком всю программу, для того, чтобы взять обязательства при поддержке 14 июня эту программу воплотить в жизнь вместе с вами. Камрат может больше. Предвыборная программа кандидата примара в муниципе Камрат Николая Дудоглу. Приоритеты программы. Завершение начатых проектов. Единство народа и власти. Финансово-экономический блок. Благоустройство и градостроительство. Социальная защита населения. Развитие культуры и спорта. Политические аспекты. Принял приглашение Совета старейшин муниципа Камрат, муниципальных предприятий, учебных и дошкольных учреждений города баллотироваться снова примары с целью завершить начатые проекты и внедрить новые, которые для Камрата очень важны, чтобы динамично развивать столицу Гагаузии и не прекращать. Иду не с пустыми руками, не с популистическими лозунгами, а с эффективной программой действия.
У нас есть опыт за плечами, есть связи, есть профессиональные кадры. С нами молодежь, а это будущее. Мы умеем работать, и на деле это доказали. Первое. Завершение начатых проектов. Мы выполнили взятые ранее на себя обязательства и стали работать на опережение, внедряя дополнительные проекты. Что начал, будет завершено. Первое. На базе первого городского садика откроем круглосуточное учреждение. Смета проекта. Все готово. Бюджет 5 миллионов рублей. Источники финансирования найдены. Второе. Рассмотрели и утвердили ходатайство депутата Народного собрания Грузии Григория Мараря. Откроем на базе школьных мастерских гимназии номер 7 детский сад для малышей Заречья. Таким образом решим проблему нехватки мест в детских садиках. Следующее. Третье. Начата полная реконструкция очистных сооружений. Бюджет проекта 27 миллионов рублей. Четвертое. Как только районный дом культуры получил статус муниципального, Приморье искало возможность расширить помещение ДК и произвести капитальный ремонт, которого в нем не было десятки лет. Бюджет проекта 11,5 миллионов рублей. 3 миллиона уже выделены, а выделение остальных средств будем договариваться правительство Республики Молдова. Пятое. Закончим реконструкцию дороги по улице Третьякова, которая на общую сумму 10 миллионов рублей. Первые 4 миллиона мы уже освоили. Шестое. В день празднования храм города 20 января 2015 года был заложен первый камень индустриально-промышленного парка. Заработает этот объект в полную силу. Получим дополнительные инвестиции и 100% бюджета. Наш бюджет 47 миллионов, а мы уверены, что до конца года при работе индустриально-промышленного парка мы доведем его до 100 миллионов. Это и новые рабочие места. Седьмое. Принято решение о строительстве нового парка Камрад-Сокольники. Определено место, выделена земля, подготовлен весь пакет документации. Парк станет самым крупным и современным местом для отдыха наших горожан. Продолжим подключение к водопроводной трассе окраины города, на очереди район Танка. Все микрорайоны, которые не подключены к водозабору, Чекуновскому водозабору, я думаю, что до конца года мы все их подключим. Девятое. Все говорят о генеральном плане города, делая вид, что не знают, что мы его уже заказали еще 4 года назад. И 250 тысяч рублей оплатили. Но за генеральный план это мы должны бюджетные средства оплатить. В основном в городе делается все за небюджетные средства. Поэтому я уверен, что с новыми властями мы все-таки добьемся, что Приморье получит еще 1 миллион рублей, мы оплатим и получим генеральный план, как говорится, в руки. Ну а сегодня все стройки, которые идут в Камрате, я хотел бы озвучить, потому что многие не знают, они, в принципе, регистрируются в урбан-проекте. Не получив разрешения, в урбан-проекте никто не строит. Большая часть колодцев города мы привели на ближайший вид. Очистим и благоустроим все остальные. 100 колодцев мы уже очистили. Еще 70 колодцев в городе осталось очистить для того, чтобы все наши источники были питьевые. Расширим побратимские связи, что дает Камрату не только дружбу народов, но и эффективные связи, опыт взаимосотрудничества различных областей. Мы уже наладили дружеские отношения и стали побратимами с городами Будапешт, Эрзабет-Барыш, Венгрия, Москва, Сокольники, Бавлы, Татарстан, Россия, турецкими населенными пунктами, Хендек, Кичукпю, Стамбул, район Пенди, Анкара, район Каледжи, Сапанжи, Татлысу, Северный Кипр, Грозный, Чеченская Республика Россия, Болград, Украина, Бельцы, Тирасполь, Чадарунга. Подписали меморандум о сотрудничестве о спорте с городом Актау, Казахстан. Договорились, подписаны договоры намерения с русскими городами Орел и Ярославль. Второе. Единство народа и власти. Я всегда стремился объединить наше общество, независимо от того, кто какие имеет убеждения, партийные воззрения и какую занимает должность. Камрат нуждается в каждом из нас, и каждый из нас нуждается в Камрате.
Поэтому задача у всех общая – добиться благополучия для Камрата и камратчан посредством единства власти и народа. Будем плодотворно работать с Башканом Гагаузии, всеми региональными структурами, республиканской властью, международными организациями. И скажу, что это не простые слова. Мы 11 лет находились в Приморье все время в оппозиции Башкана Гагаузии. Мы старались дружить, но, к сожалению, нас не понимали, нам мешали. Но сегодня я очень хотел быть Башканом Гагаузии. Как говорится, я хотел, а Бог сделал то, что должно быть. Но я скажу, что мы приняли решение, потому что я очень мечтал, что Башкан Гагаузии должен быть из Камрата. И моя мечта сбылась. Не важно, что это недолго. Благ сегодня Ирина Федоровна. Мы ее будем поддерживать, потому что она наша землячка, она камратчанка. И никому в обиду не дадим. И первые шаги уже сделаны. 10 депутатов, которые в нашей команде, мы договорились и при утверждении исполкома Гагаузии, они проголосовали, и исполком был принят практически за один часть. Фармузалу для этого даже 3 года, как говорится, за 3 года он не успел свой исполком утвердить. А нам удалось, что камрадский Башкан уделил за час. Поэтому я думаю, что в дальнейшем предстоит большая работа совместная. Если мы в оппозиции столько смогли сделать, я уверяю вас, что выйдя с оппозиции, Камрат пойдет далеко вперед. Обеспечим своевременную отчетность, прозрачность нашей деятельности, работу по наказам избирателей, взаимодействие с СМИ. При Приморье будет сформирована общественная палата из числа предпринимателей, сельхозлидеров, интеллигенции, гражданского общества, чтобы совместно определить стратегическое развитие гагаузской столицы. Привлечем к работе Приморья молодежь, укрепим ее профессиональными кадрами. Третье. Бюджетно-финансовый блок. Уважаемые друзья, 6 кандидатов в примара. Я ни в коем случае ни одно плохое слово не скажу ни об одном кандидате. Дай Бог, чтобы они были здоровы. Но я иногда слушаю их программы, и у всех вроде бы хорошие программы. Но одну вещь не замечаю. Все хотят строить, все хотят реконструировать, но ни один не говорит, откуда возьмет средства. Мы знаем, что каждый человек хочет хорошо жить. Построить красивый дом, купить машину, воспитать своих детей и желательно ехать и на отдых, и все остальное. Но когда мы заходим себе в карман, то дальше живем по карману. А я вам скажу, что сегодня в Приморье города бюджет 47 миллионов, но 30 миллионов – это деньги детских садиков. Туда можно добавлять, но оттуда забирать нельзя. Всего лишь 17 миллионов. За 17 миллионов все хозяйство городское. Поэтому каждый должен знать, что идя в Приморье города, это не тратить бюджетные деньги, а это иметь друзей, это иметь поддержку, это нужно иметь, как говорится, международных друзей, с которыми мы дружим, это иметь поддержку и России, и Турции, это, конечно, иметь нормальные отношения с центральными властями, 16 министерствами, и только тогда можно привлекать безвозмездные гранты, средства, для того, чтобы развивать наш город. Все хотят современные дороги, новый водопровод, социальные объекты, налоговые льготы. Наши те, кто критикует местную власть и рисуют собственные сказочные проекты. А вопрос, где они собираются брать деньги на реализацию своих обещаний, остается без внимания. А я отвечу, в бюджете денег на все не хватит. Их надо самим изыскивать, и мы знаем, как это где. Открытие индустриально-промышленного парка, над проектом которого мы работали несколько лет, даст Камрату дополнительные средства, я уже сказал, 100%. И более 2000 рабочих мест. И людей удержим дома, и казну наполним. Я вам скажу, что, уважаемые друзья, для того, чтобы добиться, чтобы этот проект был в Камрате, мы 3 года работали над этим. Не думайте, что нам просто так его взяли и подарили. Есть люди постарше, и наверняка поддержат меня. Давайте вспомним. Даже в советское время, где строились большие предприятия, фабрики, заводы, на севере, в центре или Приднестровье. И наши места Гагаузии давали Комрата. Колхозлар, совхозлар, Чизмеляр Кирзовый, Резиновый, Дагитмя, Батман, Хайванары. Но сегодня нам удалось действительно привлечь самый большой проект,
которые даже на первом этапе. Сегодня, значит, правительство уже поменяло нам сельхозземлю на несельхоз. И скажу, что до конца года от этого проекта, который мы будем иметь, не менее 50 миллионов рублей. То есть даже в этом году мы увеличим свой бюджет на 100%. В этом году начнется строительство. 17 компаний подали заявление. Год-два, и они начнут приносить прибыль. Сначала, естественно, что покупатели спрос, потому что люди будут покупать стройматериалы. В дальнейшем откроются рабочие места, пойдут новые налоги. Я вам скажу, что те годы, которые я работал, иногда мне некоторые делали замечания. Николай Харлампиевич, вы продаете землю. Я вам скажу, что кто не понимает в экономике, конечно, так и думает. Но кто понимает в экономике, я минуту остановлюсь. Уважаемые друзья, если раньше мы могли кому-то арендовать, там соток земли или два, и иметь в конце года 1000 рублей за аренду, я скажу, что бюджет для меня был 7 миллионов рублей, а вырос до 47. Но в дальнейшем, если человек купил эту сотку земли, он ее свободно не оставляет. Дети едут на заработки в России, жена в Турции, берут кредиты, и на этом клочке земли обязательно вырастает магазин, ресторан, предприятие, которое сегодня, где мы получали бюджет 1000 рублей, сейчас получаем 50 000 рублей. Скажите, это правильно или неправильно? Потому что так сильно. Некоторые даже оппоненты выступают. Николай Иванович крытые бассейны делал, а разрешил строить бутика. Если мы не могли сегодня до этого времени открывать рабочие места, что мы должны были делать? А мы должны были дать возможность людям открываться самим, помогать им. И благодаря этому сегодня от 500 экономических агентов сегодня 2500. Эти люди сами себе создали рабочее место, а мы им не мешали. Поддержало правительство страны, выделяя средства на необходимую коммуникацию. Участники проекта вложат в строительство объекта более миллиарда рублей. На территории парка 50 гектаров, которые выделила Примария и муниципальный совет, будут открыто более 50 предприятий по переработке сельхозпродукции и молока, мельницы, маслобойки, теплицы. Нам нужны теплицы? Теплицы, холодильники, посылочные цеха и так далее. Уменьшим на 20% налоги на размещение торговой точки, автоперевозки и рекламы с экономических агентов, чтобы привлечь предпринимателей в других населенных пунктах. Хочу остановиться чуть-чуть. Уважаемые друзья, мы делали все возможное для того, чтобы город стал красивым. Сегодня город красивый, но сейчас мы хотим город сделать привлекательным для всех экономических агентов. Поэтому мы сегодня идем по тому пути, чтобы снизить налоги и на патент, и на размещение торговых точек. Я вас все прочитал. Для чего? Для того, чтобы легче жилось и нашим экономическим агентам, а самое главное, привлечь и других населенных пунктов. Чем больше людей будет жить в Каврате, тем легче будет работать. Появится больше людей смогут продавать на рынках, появится покупательский спрос, люди получат больше зарплаты. Поэтому сегодня идем на такой неординарный шаг, потому что у нас есть промышленный парк, где мы сможем возместить те убытки с той прибыли, которую получаем. А в дальнейшем уверен, что это предложение тоже даст свою прибыль через несколько лет. Около 20 лет назад, в день приезда в Камрат президента Турецкой Республики Сулеймана Демиреля, был заложен камень у основания кирпичного завода. Но и так и не открыли. Проведем переговоры с турецкой стороной и построим кирпично-черепичный завод. Тем более, что у нас есть ресурсы, есть материалы. Мы открыли при Марии агентство по привлечению инвестиций. Расширим его функции. Будем работать не только по грантам для нужд города, а поможем их получить и нашим жителям, нашему населению. Те, кто намеревается заниматься животноводством, садами, виноделиями, сферами услуг. Все проекты, которые гранты есть в городе, мы научим всю нашу молодежь, всех тех людей включаться и работать. Может, действительно есть много грантов, а вот наши люди просто об этом не знают. Получая 5, 10, 15 тысяч евро, многие создадут себе и сами рабочее место, и, естественно, что накормят свои семьи. Будем продолжать поиск альтернативных источников финансирования через прежних экономических партнеров, доноров, международных организаций, в которых Камрадская Примария за хорошую работу получила кредит доверия. Изыщем и новые возможности. Четвертое. Если финансы есть, теперь можно говорить «я дела».
Четвертое. Благоустройство и градостроительство. Только слепой не видит и глухой не слышит, что в этой сфере Камрад имеет достижения. Привлекательный центральный парк, обновленная площадь, круглосуточная вода в домах, современные светильники на улицах, отремонтированные детские сады и школы, спортивные площадки. Удвоим эти достижения. Водопровод и канализация. Это застарелые проблемы города 30-40-летней давности и требует ответственности за взаимодействие всех видов власти и бюджета. Но мы их решали самостоятельно. Меняли насосы, отремонтировали станцию насосную, вывели из кризиса Суканал и подали воду круглосуточную. Но на этой цели находили спонсоров, так как проекты дорогостоящие. В дальнейшем и мы меняем тактику. Точечно работать больше не будем. Будет разработан и внедрен единый городской проект по обновлению водопроводных и канализационных сетей. Построим и новый коллектор. Ремонт дорог и тротуаров. По мере возможности, как только изыскиваем средства, дороги выравниваем, латали, мастили в белом варианте, начали реконструкции улицы Третьякова. Километр строительства новой дороги обходится более чем 10 миллионов лет, а в Камраде 147 километров дорог. Из них только 33 имеют устойчивое асфальтное покрытие. Поэтому средства на эти цели нужно особенно много. Найдем их и начнем постепенно асфальтировать. В этом моменте я хочу остановиться, уважаемые друзья. Еще до башкирских выборов я не раз ездил в Турцию, встречался, три раза с президентом Турции. И скажу, что турецкое руководство, турецкий президент обещал нам поддержку Гагаузии, выделение 50 миллионов долларов для нашей структуры. Нам не удалось выиграть башкирские выборы. Мы будем делать все возможное, что те проекты, которые мы планировали на башкирские выборы, внедрять именно в Камраде. На каждой дороге будут построены ливневые стоки. Постепенно отремонтируются тротуары. Совместно с Одесским институтом урбанистики сделаем дренажи по отводу грунтовых вод и решим эту проблему в городе. Наверняка и здесь есть многие люди, которые проживают в нижней части города. Я вам скажу, что Приморье очень старалась. Мы 1,5 года работали с Академией наук Молдовы. Но, к сожалению, наши академики нам ничего не предложили. И нам пришлось обратиться к нашим друзьям с Украины, к Одессе. К нам приехали специалисты с города Одессы, приехал сам директор института. Мы им показали нашу проблему. Они смотрели и речку Ялпу. Они были у людей, которых вода с подвала просто поднимается, вытекает уже на улицу. Они смотрели на тех улицах Достоевского, Варнинска, где вода идет сверху, и обещали, что в течение 3-4 месяцев после проекта эту проблему решить. И я уверен, что с новыми друзьями у нас все получится. Освещение. Камрад освещен на 99%. Это наша заслуга. Заменим старые осветительные приборы на улицах на новые и положим подземный электрический кабель. За потребленную уличную электроэнергию платит Приморье. У нас есть опыт в решении таких сложных проблем. Есть партнеры, которые готовы помочь и вложить средства. Министерство транспорта Республики Молдова, Министерство экономики, Министерство регионального развития, наши партнеры из Турции и России, Банк европейского развития и реконструкции. Много кривотолков о цене на воду. Хочу заметить, население в Камраде, в Камраде подается круглосуточная питьевая вода, и очень хорошая. В Чадырлунге техническая вода, которая крайне неудобна для питья. Но при этом чадырлунгская вода дороже, чем в Камраде. И можно здесь вспомнить и то, что 3 года назад Чадырлунга получила 6 миллионов долларов на водопровод. А все, что делалось в Камраде, это только силами Приморья. Поэтому, уважаемые друзья, я честно скажу, что я на Богу, что у нас вода сегодня есть. Поэтому, давайте мы этот вопрос, конечно, она может снизиться только в том случае, как я уже сказал, если мы получим канализацию во всем городе. Потому что сегодня у нас канализация пользуется только 25% людей. Но у каждого из нас есть домосептики, как и у меня. Мы приглашаем машину, транспорт, они выкачивают, и дальше куда они выгружают? Как вы думаете? В общую канализацию. За канализацию платят 25%, а Суканал теряет потери на 100%.
Поэтому, когда у вас появится канализация на 100%, тогда, я думаю, тогда можно говорить, что может она будет дешевле. А ту программу, которую мы сейчас принимаем за 4 года, я думаю, что это все решится. Мы заменили учебные и дошкольные учреждения, крыши, окна, двери, ограждения, купили для них определенный инвентарь. Далее утеплим здание, заменим мебель полностью, обеспечим оргтехникой, поддержим и развитие Камрадский государственный университет. Медицинские учреждения. Медицинские учреждения не находятся на зоне влияния городской власти, но по просьбе камрадчан и врачей мы отремонтировали хирургические отделения. Поможем и центральной поликлинике с ремонтом. Спортивные площадки. Камрад находится на первом месте по строительству спортивных площадок и игровых. Удвоим их наличие. Площадки будут открыты во всех районах микрорайонах столицы. Муниципальное предприятие. Завершим обеспечение техникой, техническими средствами муниципальных предприятий, Суканал, ЖКХ, теплосети. Уборка города. Мы имеем опыт работы с международными организациями и смогли для ЖКХ получить 2 уборочные машины. Подарок. Но это недостаточно, поэтому изыщем дополнительную возможность обеспечить город мусоровозами, контейнеровозами, тракторами, экскаваторами, машинной вышкой. Камрад будет чаще и тщательнее убираться. Установлен на улице на каждые 15 домов 1 контейнер. И скажу, что 400 контейнеров мы уже грант выиграли. Поэтому после башкирских выборов, я сейчас остановлюсь секунду на этом вопросе, мы обязательно проведем ревизию. Я хочу всех людей, чтобы знали, что ни один человек, который не живет сегодня в Камраде, не будет платить. Не будет квитанции, что если сегодня в доме прописано 5 человек, за 5 человек будет квитанция. И если там живут 2 человека, значит, естественно, что 2 человека должны оплачивать за вывоз мусора, но только тогда, когда мусор вывозится. Поэтому мы установим контейнеры, а в тех микрорайонах, где люди не хотят контейнер, договоримся, что работает трактор, и эту работу наладим. Будут поощряться жители, которые поддержат порядок на своих территориях. Организуем конкурсы. Самая благополучная улица, самый чистый двор. Участим субботники с привлечением гражданского общества и организации города. Озеленение. Задача такова: максимально озеленить город, чтобы за 4 года сделать Камрад самым зеленым и цветущим городом Республики Молдова. Посадим деревья на окраине города и возьмем их под охрану. Стадион. Мы стадион передали управлению молодежи и спорта. У нас Формузал его не то что просил, даже заставил передать. Но мы видим, что за 8 лет, в принципе, поле это сделано, а больше ничего. Поэтому мы его попросим назад, для того, чтобы и там провести реконструкцию. Изыщем партнеров среди международных организаций и совместно займемся реконструкцией городского стадиона под спортивный центр, в котором будут расположены стадион с современной инфраструктурой, гостиница и крытый бассейн. И мы уже нашли такого партнера. Это Федерация футбола Турции. Парк Камрад Сокольники. Под новый парк мы выделили 20 гектаров земли. На 10 гектарах будет располагаться дендрарий, редкие деревья, кустарники, цветы. Построим 50 беседок для отдыха, летний кинотеатр, аквапарк, фонтаны, велотрек, беговые дорожки, спортивные площадки по волейболу, баскетболу, футболу, большому теннису. Другие необходимые сооружения. Города-побратимы Камрада получат парки свои места для обустройства. Мы хотим, чтобы каждый побратимый город получил у нас от 5 до 10 соток земли, и каждый в своем стиле, своей стороны, сделал какие-то элементы, что оно напоминало нам российские города, российские виды, турецкие, европейские, для того, чтобы мы чувствовали, что у нас есть побратимые города. Парк Сокольники сделаем один из лучших в Республике Молдова. Озеро. Встречались со специалистами, обсуждали возможность очистки озера. Проект неподъемный для муниципального бюджета. Поэтому совместно с АОБЛ привлечем к проблеме международных доноров. Очистим озеро, благоустроим ее и сделаем зоной отдыха. 5. Социальная помощь населению. При удвоении бюджета удвоим помощь, оказываемую населению.
Много сегодня говорится, что Николай Дудогло очень много денег тратит на поддержку населения. И за это я вам скажу, ругают и бьют. Но я вам скажу, что мы не остановимся, мы еще больше будем помогать людям. Потому что я вижу за короткое время очень много людей, которые стали лучше жить. Как говорится, я очень радуюсь этому, но, к сожалению, очень много людей стали хуже жить. Поэтому сегодня Приморье должна этим людям помогать. И то, что мы делаем, я считаю, что это правильно. Поэтому мы хотим, если бюджет удваивать все, что мы чем занимались. Выдача бесплатного хлеба неимущим гражданам 11 лет Приморье выделяет с 15 тысяч буганов каждый месяц. Увеличим до 30. Удвоим праздничные караваны. Обеспечим нуждающихся инвалидов колясками. Возьмем на контроль состояние многодетных семей. Будем впредь содержать дом пожилых людей. Увеличим резервный фонд для оказания финансовой помощи нуждающимся в лечении. Это для наших пенсионеров, протезированных зубов, на лекарства, на операции, даже на похороны, прошу прощения. Базу данных на социально уязвимых жителей Камрата Приморья собрана. Задача увеличить количество людей из этого списка, которым мы оказываем помощь. 6-й раздел. Развитие культуры и спорта. Завершим ремонт Дома культуры. Построим театр. Поддержим художественные коллективы. Купим инструменты, пошьем костюмы, поможем с гастролями. Проведем... Конечно, нужны гастроли. Начнем строительство собственной столичной спортивной базы. Увеличим, культивированные виды спорта. У нас в основном только мужские, поэтому мы обязательно, если нужно даже пригласить тренеров, даже если они будут дорого стоить, мы эти деньги найдем. Но обязательно откроем художественную гимнастику и спортивные танцы. Для того, чтобы наши девочки самые симпатичные были самыми стройными. Продолжим поддерживать самых талантливых спортсменов стипендиями. А тех, кто прославит наш город, став победителями престижных соревнований, чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр, поможем с жильем. Для этих целей будет создан специальный фонд. Седьмой последний приоритет – это политический аспект. Уважаемые друзья, конечно, примар – это не политик. Политики – это депутаты парламента. Политик – это Башкан Гагаузии, потому что является членом правительства. Но каждый примар должен иметь твердую позицию, потому что люди приходят и советуются. И многие, говорится, обращаясь к примару, имеют такое же мнение. Поэтому я скажу свою позицию. Я не говорю, что мы будем заниматься политикой, но мы должны некоторые вещи, которые у нас в душе есть, мы должны делиться. Камрат – центр всех политических событий, и поэтому оставаться в стороне от происходящего мы не сможем. Но увлекаться политикой не станем. Поддержка и реализация важных для всех гагаузских аспектов. Первое. Итоги референдума 2014 года. Пункт о праве на самоопределение Гагаузии в случае потери Молдовы своего суверенитета, потому что еще не вошел в Конституцию, это вопрос Конституции страны. Поэтому мы его поддержим. Мы и раньше за это выступали, и далее будем поддерживать волеизъявление нашего народа. Второе. Вектор развития страны. Все-таки он восточный, пророссийский, а не западный. Третье. Языковая проблема. В молдавских районах уже забывают русский язык, а мы не знаем молдавский. Скоро перестанем друг друга понимать. Эту проблему мы всегда поднимали на республиканском уровне. Убежден, что и сейчас путем переговоров и компромиссов, а не угроз и противостояния, надо добиваться, что вторым государственным языком Молдовы стал русский. Это пойдет на пользу всем. При этом необходимо, чтобы и гагаузы начали учить государственный язык. Мы живем в Республике Молдова, и чтобы реализоваться в родной стране, попасть в государственные структуры управления, языком надо владеть. Четвертое. Квота в парламент Республики Молдова. Не скажу, что члены партии в составе депутатского корпуса не поддерживают гагаузские проблемы. Но есть вопросы, которые там решаются фракционно. И даже депутаты гагаузы не самостоятельные в голосовании. Поэтому мы должны добиваться, чтобы квота для представителей Гагаузии в высшем законодательном органе страны была отдельно. 5 человек. Работа в столице Гагаузии всегда было много. Мы взяли курс на ускорение развития Камрата. И динамику темпов не сбавили.
продолжим вместе все начатое, внедрим новые проекты и станет Камрад самым успешным и благополучным городом и настоящей столицей Белгорода. Уважаемые друзья, 14 числа я уверен, что камрадчане будут голосовать за Камрад. Будут голосовать за ту команду, которая уже много сделала и которая очень много сделает. Ну а я вас прошу, как и 4 года назад, сегодня выступали и советники, и тоже так говорили, я прошу вас подарить один день жизни нашей команде и лично мне, а уверяю вас, 4 года мы будем работать во благо вас и нашего города. И уверяю вас, через 4 года сделано много, но через 4 года Камрад станет самым красивым городом не только Игоря Молдова, но и нашей страны, Республики Молдова. Как я очень люблю говорить, потому что каждый год еду на праздники в Чечню, в Грозный, где и примар, и президент Чечни Рамзан Кадыров встречается, он рассказывает, что президент России Владимир Путин каждый год губернаторов России приглашает в Чечню, Грозный показать, как развивается и какой красивый Грозный. Я уверен, что через 4 года вместе с вами, вместе со всеми нашими друзьями, которые у нас есть, я перечислял, это и Россия, и Турция, и международная организация, и министерство, мы действительно сделаем наш город и красивым, и благоустроенным, и привлекательным, и каждый, и президент, и премьер-министр будут приводить к нам всех примаров Молдовы учиться у нас работать. Спасибо вам за поддержку. Я уверен, что 14 числа вы нас поддержите.